Сразу после того, как Астану объявили столицей, ежедневные изменения стали обыденностью для города. Внутренняя миграция вкупе с демографическим ростом и приближающимся открытием выставки «Экспо» требовали строительства новых дорог, жилья и расширения столичного аэропорта. Старый терминал не выдерживал увеличения пассажиропотока, и на территории аэропорта застучали молотки строителей. Эти звуки стали предвестниками грядущей мегастройки. Наверняка вы прекрасно знаете, где туристы формируют первое мнение о той или иной стране. Любая страна для туриста начинается со знакомства с воздушной гаванью. Конечно, приятно, когда вас там обслужит вежливый персонал, но будет вдвойне приятнее, если это будет происходить в современном, комфортабельном терминале. Вот, например, в таком. Пойдемте. Новый терминал международного аэропорта Нурсултан Назарбаев строили более 2,5 лет. На объекте трудились от 600 до 1200 человек. Площадь сооружения 47 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта более 60 миллиардов тенге. Изначально первый проект терминала немного отличался от того, что получилось в итоге. Кровля сооружения была обычной, не такой волнообразной, как сейчас. Ну и плюс первый вариант предполагал увеличение пассажиропотока до 7 миллионов человек, а второй до 8,2 миллионов. Ну, соответственно, заказчик вполне логично и оправданно выбрал тот вариант сооружения, который мы видим сейчас. За процесс строительства отвечала известная швейцарская компания. Архитекторы и проектировщики специально сконструировали волнообразную кровлю, тем самым провели параллели с принтом государственного флага. Символика связана с орлом, изображенным на флаге Казахстана. Центральная часть является как тело орла, а два терминала, новый терминал, он является как крыло, и он имитирует как бы перья, поэтому вот такая форма. Пол аэропорта во время строительства выдерживал вес 15-16 кранов. Секрет надежности конструкции заключается в том, что покрытие изготовили в виде ячеек. Выбор конструкции в виде ячейки уменьшил расход бетона, уменьшил нагрузку и дал больше возможностей пролету и придал элегантности конструкции. Сроки поджимали. У застройщиков был жесткий дедлайн. Новый терминал должен был заработать до начала выставки «Экспо». Были трудности. Во-первых, срок строительства, который регламентирует 3 года и более по всем нормам, мы его сократили до 2,5 лет. Суровая столичная погода благоприятствовала. 2 зимы, выпавшие на период строительства, оказались снисходительно теплыми. За это время рабочие провели так называемые бетонные процессы. Металлоконструкции мы все практически возвели в зимний период. Бетонные работы, связанные с цокольным этажом, тоже мы проводили, можно сказать, в холодное время. Основная конструкция состоит из композитного металла и бетона. Всего во время строительства использовали 11 тысяч тонн металлоконструкции, более 33 тысяч кубов бетона и свыше 12 тысяч квадратных метров стекла. Ну, например, местный пол полностью изготовлен из гранита, который изготавливают в Казахстане. Вот сейчас молодой человек этот гранит расчищает, я так понимаю, практически весь день. Он от нас убегает, но мы его догоним, потому что у меня есть к нему пару вопросов. Молодой человек, здравствуйте, извините. Мы просто, интересная машина такая. Это иностранная, да? Да. Не местные, да, изготовители? Не местные производители? Да, это ну вот, видите, специальное какое-то оборудование, его привозят специально из-за границы. А вот гранит местный, да? Да. Понятно. Прокатиться не дадите? Нельзя, да? Да. Можно? Ух ты! А как на педальку нажимать, да? Да, вот эту педальку. Ребята, у меня новый автомобиль. Если бы на этой машинке можно было еще доехать до другого терминала, вообще было бы здорово. Мне прямо нравится. В новом терминале действует современная система багажа Евро-2020, которая обеспечивает прохождение более 1000 чемоданов в час.
Он багаж сдал, да, и все. Он не знает судьбу своего багажа. Он его только может получить уже на прилете, правильно? А там происходит, как кровеносные сосуды. Вот это называется сердце аэропорта. Вот здесь обрабатывается багаж, сортируется и направляется или в дальнюю дорогу, или же наоборот пришел сюда, прилетел в Казахстан, и сейчас его будут получать пассажиры. Систему багажного отделения нового терминала изготовила специализированная зарубежная компания. Это оборудование было запроектировано по заказу, именно под нашу пропускную способность, под наших пассажиров. Обработка багажа – это многоэтапный процесс, который требует использования как современных технологий, так и человеческого труда. Все начинается со стойки регистрации. А там определяется направление, куда летит пассажир. Устанавливается бирка на багаж. После этого она попадает в багажное отделение. В багажном отделении по бирке считывается с посредством электронной системы ручной сканер. Весь багаж проверяет специальный сканер и выявляет запрещенные предметы и вещества. Он определяет содержимое жидкости. Видно очень хорошо на снимке содержимое сумки. Если там проводятся запрещенные предметы, оружие, жидкости, то сканер обрабатывает и показывает уже службе досмотра, что там находится что-то запрещенное для дальнейшего анализа. Зеленый, видите, прошло. Если что-то не в порядке, он останавливается. Автоматизированная система значительно снизила вероятность того, что багаж улетит отдельно от своего владельца. И в данной телеге, допустим, лежит багаж с определенной биркой. Я специально положил не от этого рейса, для того, чтобы продемонстрировать, что она не допустит у нас вылета сумки по неправильному направлению. Новый терминал включает в себя международные пассажирские и VIP-терминалы, 6 новых парковочных мест для самолетов с посадочными рукавами и 4 маршрута для автобусов. Несмотря на внушительную площадь нового терминала, у пассажиров крайне низкие шансы заблудиться. По всему сооружению установили указатели и табло. Сразу же перед нами табло стоит. Вылет. Он смотрит свое направление. Направление у нас сразу же по стойкам. То есть, допустим, у нас сейчас идет регистрация Москвы, и стоечки написаны 121 по 123. Пассажиры могут провести регистрацию у стойки либо онлайн. Надо будет вам набрать номер бронирования и фамилия, имя. Автоматически у вас выйдет ваша онлайн и посадочный, соответственно. Вот имеется штрих-код, пожалуйста, самостоятельная регистрация. Все. До свидания. Приятного полета. Для комфорта пассажиров в терминале работают 37 лифтов и 20 эскалаторов. Помимо этого, действуют 42 каюты паспортного контроля. Во время ожидания своего рейса пассажиры могут посетить кафе, рестораны и магазины. В этой зоне находится специальная желтая дорожка для людей с ограниченными возможностями. Она ведет вот так вот до специальной стойки, которая оснащена кнопкой вызова, нажав на которую, естественно, мы можем вызвать человека, который поможет инвалиду добраться в нужное место в аэропорту. Давайте попробуем, как это работает. Звоним. Здравствуйте. Извините, вы не могли бы нам помочь? Мы находимся в терминале номер 1, и нам нужно в терминал вылета. Обязательно ожидайте. В данный момент они просто заняты. У нас 3 посадки и 2 прилета. Хорошо, мы поняли. Хорошо, Да, спасибо ожидайте, большое. пожалуйста. Спасибо. Работает, но нужно подождать. Стоит отметить, что в новом терминале и клиенты, и персонал значительно экономят время благодаря особенной конструкции рукавов. Отныне не нужно двигать самолет, чтобы произвести посадку пассажиров следующего рейса. 3 уровня конструкции обеспечивают быструю посадку в самолет. В новом терминале действует 6 автоматических рукавов. Новый и старый терминалы объединены внутренним переходом. Благодаря этому идет минимизация движения воздушных судов и оперативное обслуживание пассажиров.
По предварительным прогнозам, транзитные воздушные перевозки к 2022 году увеличатся в 1,5 раза. Новый терминал аэропорта Нурсултан Назарбаев способен встречать и провожать миллионы пассажиров. А сотрудники персонала готовы произносить «добро пожаловать» и «счастливого пути» на разных языках мира.